Взгляд устремлен вдаль и вверх, голова гордо вскинута, как будто он вот-вот взлетит. Так говорили о Джамалдине Яндиеве его товарищи, так описывают народного поэта и до сих пор на семинаре, посвященному 105-летию со дня рождения. Здесь, в научно-исследовательском институте, сегодня царит атмосфера высокой поэзии. Его наследием, а это более 20 поэтических сборников на ингушском и русском языках, не перестают восхищаться и изучать до сих пор, как взрослые, так и молодые люди. Фатима Эсмурзиева выступила первой. В своем докладе она решила рассказать на ингушском языке о творчестве земляка. Штаринеш, эрси украинский, казахи, польский, габарки, что только понимаешь, тажигаться бейтиш. Чему ты полный гектара уархи был чарёда, дека ос, нян док, делкай, нян ламш, бясен ос, уйлаш, стихаш, мялх бяри, ляха поэтический глумш. Страницы его биографии рассказывают о том, сколь была схожа его судьба с его родным краем, которому он не раз признавался в любви. В феврале 1944 года вместе со своим народом он был репрессирован. В ссылке потерял брата, отца, сестру, 2 сыновей. Мать умерла еще в раннем детстве. Мальчиком его воспитывала бабушка, которая и привила Джамалдину любовь к народным песням и сказаниям. Еще будучи студентом, поэт начал писать стихи и даже публиковать их. Его первое стихотворение было напечатано в 1937-м, а через год он уже был признан литературным сообществом и читателями. Тигнен доксенна, не уйлисенна, сигрек эгае, мехцекусис, алазят, вахархагус, сдавяхай, сегасей эхачхан, елен вявса мистинан. По возвращению на родину работал главным редактором ингушского вещания на телевидении в Грозном. Он признан среди своих коллег основоположником ингушского литературного языка. Джамалдин Яндиев пишет короткие лирические стихотворения, в которых преобладают размышления о смысле жизни. Несмотря на то, что он был насильно оторван от родного края, в своих стихах он отразил всю красоту Ингушетии. Особенную роль в жизни поэта занимала любовь. Основная тема моего доклада – это тема любви. То есть любовь не только к противоположному полу, но и любовь к природе, любовь к жизни, любовь к матери, любовь и к самому дорогому, одному из самых дорогому, что есть у патриота – это Родина. Эту тему я выбрал потому, что у Джамалдина Яндиева, как мы знаем, он охватывает все жизненные темы. То есть его философия разнообразна, а именно тема любви для творческих людей, она близка. Его стихотворения, к примеру, «Горы», которые отзываются на слова поэта, «Дуб на утесе, не склоняющийся перед зимними ветрами», горные родники своим журчанием, успокаивающие, стали народными песнями. Об этом рассказал в своем докладе вместе со студентами Ингушского государственного университета и редактор научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева Хаваж Накастхоев. Говоря об уникальности Яндиева, как поэта, хотелось бы обратить внимание читателя еще на один вопрос или нюанс. Кроме вопроса, о чем писать, перед каждым поэтом стоит еще и вопрос, как писать. Для Джамалдина ответ на этот вопрос один. Писать надо правдиво и искренне. Он глубоко уверен, что задача литературы, как и вообще искусства, правдивое изображение действительности. Эта мысль неоднократно повторяется в его поэзии. В своих стихах он практически ведет диалог с самим собой. В этих строках можно разглядеть, с каким непониманием поэт относится к той жестокости, с которой он так часто сталкивался. Джамалдин Яндиев был поэтом по мировоззрению и по мироощущению. Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24.